Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня мы с вами поговорим, затронем профессию автомеханика и не только. Дело в том, что в одной из последних поездок, где я получил достаточно такую серьезную травму, машина тоже несколько пострадала. То есть был порван шланг передний тормозной, передний правый, если быть точнее. Вот. Ну, все это произошло следующим образом. Мы шли по трассе, по камням, по гравию. Я вот слышал такой удар, который был в заднем правом колесе, и увидел, как вылетел оттуда булыжник, такой достаточно приличный. Вот. Этот булыжник нам сдвинул болт, соответственно, который держал тормозной шланг, и давление в тормозной системе упало. Пока мы разбирались, в общем, мы разобрались, нашли причину, затянули этот болт, начали прокачивать тормозную систему, и здесь уже дал слабину вот этот передний правый тормозной шланг, который просто порвался. Вот. Поэтому сейчас, правда, уже, это было в сентябре, сейчас уже на дворе декабрь, но так уж получилось, что из-за этой травмы ноги я не смог все это так оперативно починить. Вот поэтому только сейчас доходят до этого руки. И причем мы добрались до сервиса тоже достаточно интересно. А что произошло по дороге сюда, давайте посмотрим тоже прямо сейчас. Утро началось с испытания. Машина стояла несколько дней на морозе, а тут еще и придавило под минус 50. Аккумулятор подсел, и его хватило только на работу Эбершпехера, который разогрел двигатель. Для того, чтобы запустить сам двигатель, уже напряжения и мощности аккумулятора не хватало. Поэтому, вооружившись пусковым устройством, я все-таки его запустил. Фу, капец. Колеса стали квадратными, как это обычно бывает на таком морозе. Тут я снял на видео левое переднее колесо, и что интересно, именно с ним и произошла неприятность. Друзья, буквально метров 300 до сервиса у нас случилось кое-что. То есть с левой стороны у нас еще рабочий тормоз был. Но то ли от мороза, то ли еще что-то. В общем, заклинило суппорт. Ну, как не сильно прямо заклинило, но чувствуется, что его зажало. И вот сейчас приходится остужать таким образом. Делать остановки. Вот, ну, сервис вот уже видно. Ну, как видно. Вот там. Нам осталось чуть-чуть. Сейчас потихонечку доедем на аварийках. Возможно, это либо из-за большой нагрузки или еще что-то, либо от холода. Очень сильно разогрет этот диск. Представляете, на улице минус 45 градусов, и диск раскаляется и очень долго остывает. Посидим в машине сейчас еще немного, несколько минут.
по очереди. Вот сегодня именно машина должна была зайти в сервис. И, как назло, самый холодный месяц, самый теплый месяц, ноябрь, да, он нас очень сильно баловал, но тут закончилась, как говорится, прекрасная погода. И сегодня в Якутске, вот, пожалуйста, минус 42. Ночью было почти под 50, там 48 градусов. Я запустил, скрипя сердце, эту машину. Я обычно на ней езжу только если температура где-то, ну, минус 35 ночью. Вот. После таких температуры еще более-менее как бы можно запускать. А сейчас прямо аж сердце кровью обливалось, но машину запустил, и вот буквально по дороге в сервис у меня зажало левый передний суппорт. Ну а правый у нас на трассе лопнул шланг. Ну, это вы все видели, эту информацию. Именно вот сегодня день ремонта, должны сегодня обжать тормозной шланг правый, но, видимо, еще придется смотреть, что с левой стороны случилось. В общем, такие вот сюрпризы. Но в целом потихоньку, хорошо, что не заклинило полностью, то есть сжимает суппорт не прямо с полной силой, машина двигается, но нагревается очень сильно тормозной диск. Вот. Так, ну я думаю, сейчас последний рывок. Осталось у нас всего ничего, 250 метров, и мы заедем в Автобест. Ну и, конечно, дорогие друзья, не забываем никогда про безопасность при движении в автомобиле. Всегда надеваем ремень безопасности. Так, ну что, аварийки работают. Машин сзади сейчас одна проедет, и, в принципе, будет свободно. И мы делаем последний наш, как говорится, рывок. Чувствуется нагрузка на двигатель. Автомобиль идет не так легко, как обычно это бывает. Так, и все, 100 метров. Как раз стоим чуть-чуть на светофоре. Сложно трогается. Так. Чуть осталось. Ничего не видно. Сейчас не знаю, в какие ворота, но мы на месте. Машина достаточно редкая сама по себе, да, то есть для наших широт, для нашего города, но тем не менее есть очень активная группа в соцсетях, и в том числе есть люди, у которых есть в наличии некоторые расходники. Но вот прямо сейчас, ну, я так понимаю, что точно у нас в расход пошли левые передние колодки. Ну и в любом случае, да, то есть когда у нас работало только одно колесо на торможении, в любом случае ставить колодки нельзя, да, те же самые. Вот, но сейчас тем более. Поэтому буквально через курьера были заказаны колодки, которые сейчас привезут. И после того, как мы все отремонтируем, все сделаем, мы их поставим на место. Здесь, я напомню, мы разбирали вот эту часть. Здесь у нас стоит заглушка, сделанная из пробки. Тут, скорее всего, колодки будут почти как новые, а с той стороны, наверное, как старые.
Здравствуйте. Чайчик идет. Так, я. Ага. Все, спасибо большое. Так, друзья, ну что, у нас приехали колодки Friction Master из закромов Алексея. Вот, у нас есть такой пользователь, очень уважаемый Chevrolet Tahoe. У нас небольшая группа, и вот у Алексея очень много есть расходников. Как видите, сегодня это пригодилось. Ну а мы, в свою очередь, сейчас знакомимся с Андреем, именно специалист по обжиму тормозных шлангов, который мы сегодня процесс этот тоже покажем и посмотрим, как это делается. Вот, ну, мы сейчас с противоположной стороны, соответственно, да, с той стороны, которая у нас неисправна, которая заглушена. Вот мы заглушили вот здесь. Друзья, вот здесь у нас заходит шланг, вот сюда, и Вот сюда в суппорт дальше. входит, через банджо-болт. так, ну тут, как ты говоришь, крепление самая проблема. Да? Вот, Да. и вот второе, да? Сейчас что-нибудь придумаем. Так, ну давай я его демонтирую тогда просто, да? Да? Ага, все. Так, ты Сейчас сейчас... щетку дам. Ага. Блять. Так, сейчас ну, тут ничего сложного, просто снять тормозной шланг и уже с ним будем проводить работу, ну, чтобы время не терять. Налево? Право. Направо? Туда. Еще, да? Да, и полностью. Это все. Все вроде. Так, наш шланг многострадальный. Вот, скорее всего, вот еще вот это, да, предыстория, скорее всего, он обтерся об диск, когда диск был тоже покрыт грязью. Потому что там расстояние такое совсем небольшое. Но если бы на диске была грязь, которая засохла, она вполне могла его вот так вот подтереть. Поэтому смотрите свои машины. Смотри, видишь, да, протерла как. Так, ну все, теперь передаем в руки Андрея и идем в его лабораторию. Пойдемте. Пойдемте. Мы с вами переносимся уже к теме тормозного шланга, да. Перед нами, ну, я не знаю, оригинал или не оригинал, но, в общем, на этом тормозном шланге я этот автомобиль и купил. Вот, но он, как видите, на второй год эксплуатации, ну, видимо, он уже все старый, не выдержал, порвался. И сейчас мы с помощью Андрея покажем вам, как можно, то есть не покупать, да, допустим, неизвестный аналог, да, в нашем случае для Chevrolet Tahoe, либо очень дорогой оригинальный тормозной шланг, а как можно сделать достаточно хорошим заменителем, о котором поподробнее Андрей чуть попозже расскажет. Основная задача — это крепеж от старого шланга с него снять, чтобы его использовать уже на новом шланге. Вот это основная такая проблема. Для наших северных морозов вообще они рассчитаны, вот эти шланги, до минус 70 и до плюс 210, если я не ошибаюсь. И в 3 раза прочнее, ну, больше давления выдерживают, нежели стандартные резиновые шланги. Преимущественно то, что отклик на тормоза более резче становится, когда меняете, ну, переходите уже на армированные шланги. То есть они не надуваются, да? Да. Как резиновые? Да, за счет этого все давление уходит в суппорта. То есть машина сразу начинает тормозить. Вот, тоже интересный нюанс. Угу. Так, общая длина шланга будет 63. Цвет какой? 63. Можно цвет выбрать. Розовый. Нет, зачем розовый? Ну, красный может. Или черный.
Ну, не, ну могу так сказать, люди просят розовый. Розовый? Да? А это красный. Это да, красный карбон. А розовый это вот такой, да? Фиолетовый, А, фиолетовый? да. А, поэтому розовый. розового и нет, да? Потому что... Да. Слушай, а тут с фитингом, ну да, ты Сейчас мы получается... решим тут это все. Так, отмеряем 63. И с серьезными кусачками. а другими тут никак. Тут чуть-чуть другой, но нам главное, чтобы внутренняя резьба совпала. Мгм. Это наша пробочка, да, такая стала? Да. Помните нашу, ну, от Кока-Колы, от напитка газированного? Вот она вот превратилась. Обжали мы ее. В общем, 9. но, как видите, держит. Держит даже очень хорошо. Я вот думаю пойти провериться это. Лучше проверить, да? Да. Надо забыть. туда накрутить, да? Мгм. Так, здесь у нас должна быть. У меня не будет старым дедовским способом. Ага, попробуем прикрутить. Да. Так, тут ключик на сколько был? А? На 11. Там был самый большой, не 15. Ага. А, не, 15 это вот этот верхний. 15, да? 15 верхний. Идет нормально? Да. А там у них какие-то прокладки идут, да, или нет? Нет, за счет этого. Сдавливание. Да. Там резьбу прогнал фитингом специально, чтобы это легче было закручивать. Потом, да? Ага. Да. Так, все, понятно. Все идет на нержавеющей стали. Все новое. Все качественное. Угу. То есть основные узлы, это получается... А, ну там только два узла есть, да? Вход, Да. подача и выход. Да. Так, нам надо будет. Все комплектующие, получается, этой же фирмы. И Да. плюс сам шланг. В итоге получаем абсолютно новый тормозной шланг. Но тут придется дорабатывать еще. Специально попросили медную трубку, чтобы получилось как-нибудь зафиксировать на родных местах. То есть, чтобы поставить эти Крепежки. крепежки. Родные. Да. Это немного похоже, да, вот сейчас я смотрю на работу археолога. Все так с линейкой раскладывается, Да, тут по-другому никак просто. чтобы все было точно. Да. Так. То есть в итоге, получается, шланг был разрезан, чтобы вытащить крепежки, и затем уже сложили обратно, чтобы замерить длину, какая потребуется нам. Как там сказали? Вот Ага. как-то вот так будем, да? Ага. А в целом, допустим, те же японские машины, там вот такие тоже проблемы бывают, да? Нет, А, нет? У них что, крепление другое? у них таких крепежек, да, нету, там более простые. А, Это сугубо здесь вот. Не знаю, ребята с Центральной России сказали, что надо это вот так вот сделать. угу. Как бы защитить трубкой. Да. Ну, чтобы не пережималась трубка. Потому что мы еще будем зажимать ее все равно. Ага. Так, и... То есть у вас есть такая некая сеть дилеров, ну, как Да. с кем можно посоветоваться? Да, ну, Центральная Россия в основном. То есть американцы, европейцы, все вопросы я туда задаю ребятам. Как бы у нас есть каталог все равно как бы свой, то есть что куда, но, так сказать, быстрее и проще все-таки у ребят уточниться, которые уже делали. Угу. То есть они и подскажут, то есть я бы не в каталоге бы нашем, я бы не увидел то, что надо вот так вот сделать. Он бы мне показал просто шланг Мгм. и все, без Мгм. вот этого нюанса по крепежкам. Угу. То есть в целом тут уже получается такая, как сказать, работа со смекалочкой, да? То есть если Да. для японских автомобилей все просто, чик-чик, обжал и поставил, то здесь нужно еще вот такими вот доделывать. моментами оперировать. Причем
Если вы заметили, Андрей на старом шланге отметил расстояние, на каком должны быть расположены крепления. Да, чтобы повторить максимально. Так. Да нет, тут самое тяжелое, то что, допустим, под японца, да, я просто банджо вкручиваю сюда, Мгм. и он как бы фиксирует вот на таком расстоянии. Мгм. Здесь же у меня нету банджа. Ну, то есть под такую резьбу ничего. Хотя, подожди-ка. Только фиксирую, где он зафиксировался. Так, все, загорелось. Он показывает давление, которое... Да, стандартное там получается. Ну, ребята на заводе у себя там откалибровали его, Мгм. и все уже. Я уже по готовому. Мгм. То есть он, когда достигает нужного давления, показывает Он- красную лампу, Да. да? Мгм. Так, должно быть 7,62. Ну, 7,63. В принципе, допуск. Мгм. Как-то оно вот так будет, да? Угу. Ну, сейчас тогда, чтобы все-таки оно не бегало. Тут главное не ошибиться. Так, Ну, откуда он взял? здесь Прям вот. один в один. Да. Вот так, да? Как-нибудь, ну. Так, так, чтобы не ошибиться. И вот он здесь будет второй. Так вот. Друзья, ну это настолько ответственные моменты, да, то есть вот работа с тормозными шлангами, что для себя я тут могу найти только вот помощник чуть подержать шланги и включать фен. Что процесс ответственный. Всё. Так, выключай. Да. Вот тут у Андрея целая коллекция старых шлангов, которые были заменены на новые. Это вообще что-то Это Nissan какой-то. Я не помню уже. всякие разные конфигурации, да? Да. Фи. Вроде как бы новый, но все равно порвался где-то. Я Да? не помню. Сейчас себе. Ну, где-то следы какие-то есть. Самое вот тяжелое. Когда Это такой, когда да? вот ты его должен загнуть, еще и в повернутом состоянии. Короче, у нас это вообще еще легкая, да? Задача. Ну, не совсем, но имеется в виду средний, да? Да. Средний вариант. Да не, лучше, кажется, изгибать, чем вот это вот. Здесь чем вот- такие. Здесь вот просто можно не попасть сейчас. Мгм. И вот, грубо говоря, придется второй раз его делать. Да, ну. Нет, ты же можешь пока не обжимать, и там на Да, месте ее вот сейчас обжать. попробуем. Да. Она прямо на ней была. Да где-то. Так или так? Тыкш. Нет, вот так я снимал отсюда, отверткой поддевал. Она была на ней, бам, вот так. Так было. Ну давай это сразу так соединим. Присоединить? Так, это мы так пока оденем. А это у нас получается... Да, вот так это было, все. Он прикручен же был, да? Да, там гайка, болт. Одно ему был. Да. А тут Да. вторая, что, фиксатор просто, да, получается? Угу.
Вот так вот, да? Понял. Жесть. Суппорта надо обслуживать. Так мы забываем, ездим, пока не заклинит или еще что. Этот, вот здесь. Так. Вот так вот, да? Угу. Давай там подержу, а дальше ты проветриваешь, да? Ну, сейчас, да, я сразу так, хоп. Она вот здесь уходит. И вот она где-то здесь еще об диск терлась. Ее бы, наверное, ближе к этой, да? Ага. Сейчас. Так, в целом у нас все готово. Сейчас час X настал. Мы сейчас пойдем это монтировать. Прежде чем мы перейдем к автомобилю, вот сейчас вот Андрей рассказал, я у него спросил про то, можно ли таким прессом там РВДшные шланги, да, например, делать. Оказывается, нет. Все заточено под определенный шланг. И как вот здесь, это как по клейму мастера, да, Угу. его номер указан. И, допустим, хелловский вот такой вот шланг, если посмотреть, будет его номер, будет известно, в какой мастерской был сделан шланг. То есть вот, все вот так серьезно все. А вот эта печать, да, сама? Да. Вот она есть. Она здесь пробита. То есть у каждого станка есть свой номер. Мгм. И по всей России мастера, они имеют свой порядковый номер. Так, ее, наверное, просто закрепить пока, да? Потом Да. все выставить, а потом затянуть, да? Да. Так, ну тут уже можно ставить большой. Так, тоже сильно не затягиваю, да? Так, а это что? Оба, да? Развальцовываем тогда полностью. Давай. Забыли. Конечно, не сильно хочется. Забыли. Да уж, эти крепежки усложняют жизнь. А в японках они на клипсах, наверное, да, все? Да. Так. Вон еще металл такой жесткий. Да. Тут его сильно нельзя, наверное, да? А, вот все. Там. И там. Ага. Идет, да? Самое главное, чтобы мне сил хватило его сжать. Срывается. Вот тут, получается, была раньше, как это, маленькая скоба, Да. а тут все серьезно, теперь тут целая гайка. Это насколько она? На 19. Подожди-ка. Что-то она прокручивается. Так. Ключ на 18 есть у кого?
На 18. Мы не забыли, тут, короче, вот здесь раньше стояла скоба. Маленькая скобка. А вот эта гайка большая, она из комплекта, который идет вместе с этим шлангом, с фитингом. Вот, и он ставит сверху и крепится, держит вот эту весь узел. Так. Что, на 22 думаешь? Она еще больше. Так. 27? Не, она не настолько же больше. Ну да. А? Ну да. Подожди, а на 22 может нижняя? Не, мы не понимаем, какие ключи нужно туда поставить. Че? Вот жесть. Что значит? Стандартная машина. Так. У меня есть набор ключей. А он какой? Знаю. Большой? Большой, а? Так, это 19-й. А 23-го ключа нет случая? 23-го? Ага. Примерзла. О, Рока! И разводной. 23-й есть? Да, разводной может. Ну да, в принципе. Так, ну-ка. Так, у нас еще одна небольшая проблема. Получается, в медной трубке неправильная развальцовка. Какая-то, видимо, сделанная в полевых условиях. А может, мы своей пробкой так... А мы своей пробкой не могли так сделать? Не факт. Вот, и там, получается, немного не доходит трубка, переходник с трубки на шланг. Вот. Из-за этого давление тормозная система держать не будет. Сейчас смотрим, как можно эту трубку оттуда вытащить и перевальцевать. А что за инструменты? Это вот вальцовщик. А, на месте можно ее завальцевать? Да, попытаться. Тогда по факту можно было и на японскую перейти, да? Болты. Да, можно. Просто это очень как неудобно сейчас будет. А? Просто это очень как неудобно будет. Не, я шучу. Не. Так, ладно. Это медно-трубкий рез, да? Да. Просто это тут вообще не очень такое благодарное занятие. Это вот так вот. Ну да, по сути, надо было снять, да? Да. Поэтому, когда вот люди вот так вот приходят с такой, я говорю, снимайте трубку, несите мне. Просто на станке удобнее гораздо. Да, сейчас, получается, Андрей решил делать это не на станке, а прямо здесь. Вот, ну... Я что-то в такие уже технические моменты уже не вникаю. Это лучше делать мастерам. И, как видите, действительно, в ремонте машины может всплыть все что угодно. Ну, там, например, приехал чинить ходовку, да, переднюю часть. Тут разбирают, потом еще что-то. И так тянется. То есть здесь вот такой вот нюанс у нас определился. А, вот это получше. Опиши процесс для наших телезрителей. Пытаемся сейчас подобрать какой толщины. 1/4 слишком, да, будет? Мне ее зафиксировать на трубку. Так, сейчас вот с помощью вот этой завальцовки, да, я правильно понимаю? Да. Тут фиксируется трубка, а вот здесь именно сам вальцеватель. Да. И он немного расширит медную трубку. Но тут будет два действия. Мы вначале делаем, как объяснить, вот такой конус, Угу. потом снимаем вот это, и вот это уже продавливаем вовнутрь.
А. И будет тогда правильная завальцовка. Ну, то есть первоначально мне сейчас сделать надо вот так вот, А, а потом уже продавить. должно быть сначала вот так, а потом идет продавливание. И получается тогда медная трубка будет не вот так, а как бы вот так, края. Да, сейчас у нас Андрей передал это другому мастеру, который в этом очень опытен. Человек также работает с кондиционерами в летний период. И сейчас буквально взмахом руки. Ты здесь будешь, да? Или... Я здесь. 9 же еще нет. Я больше по таким трубочкам, которые всяко там. Или на станке, да? Ну, А станок автоматом делает, да, это все? нет. Он как бы тоже ручной, но он, как сказать, не надо крутить ничего. Туда вставил просто, как тебе надо. Сделал. А, вон там нюанс, да, вот надо определенный зазор, да, оставить. Да. А, Просто у меня это все, знаешь, как это. на глаз. Зажимник все выставляет сам. Это более как для полевых. Да, вот там вот маленькая проставочка специальная, она как бы продавливает. И с прямой вот так делает. Ага, А этим конусом уже продавливают. Сильно вплотную, да, встал? Сейчас через до конца. Не-не-не, наоборот. У нас до конца было и Да. еще болтался. Да, поэтому. Качай, качай. Так, надо будет потом на доливку взять. Все, кончилось. На сегодня все сделали. Осталось только прокачать и поставить колеса обратно. Эту дверь чуть открою, там ничего не слышу. Тебя отпускаю? Убирай, да? В целом, работой доволен. То есть, как видите, немного творчества. И в целом у нас есть новый высококачественный шланг, который будет отвечать за правую сторону автомобиля, за передний правый тормоз. Вот. Но посмотрим, как он себя будет вести. Но в целом, даже если дается гарантия такая длительная, то проблем возникнуть не должно. Тем более, что режим езды у меня достаточно такой обычный, простой. Никаких спортивных покатушек и так далее. Поэтому обыденное гражданское использование. Это был проект «Испытано на себе», и сегодня мы с вами немного еще раз познакомились с профессией автомеханика. Ну а в первую очередь, конечно, мы узнали, как можно вжать тормозные шланги, если они у вас дефицитные, ну, либо вы стремитесь к надежности и прочности, качеству. Вот. Ну, в целом, сейчас машина уже готова, чтобы выехать. Ну, а в свою очередь, хотелось бы поблагодарить автосервис «Автобест». Ну, и, конечно, мы с вами увидимся еще в следующих эфирах. Следите за нашими программами. Это был проект «Испытано на себе». И с вами был Руслан Ачиров.
Испытано на себе.